Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку. На хвалях Радыё Беларусь. Вітаю аматараў вандровак на хвалях міжнароднага радыё Беларусь. З вами Вікторыя Пяткевіч. Традыцыйна ў гэты час мы падарожнічаем па нашай краіне, адкрываем цікавыя мясціны і шукаем адметных суразмоўцаў. Сёння мы завітаем у запаведную вёску у літаральным сэнсе. Яна размешчана сярод бяскрайняга і унікальнага ляснога масіву. З розных яе бакоў непаўторная прырода бярэзінскага біасфернага запаведніка. Гэта адзінае месца ва ўсёй Еўропе. Тэрыторыя з першай, самай важнай катэгорыі аховы. Цэнтральная сядзіба дзяржаўнай прыродаахоўнай установы бярэзінскі біасферны запаведнік знаходзіцца ў вёсцы Домжарыцы. Да вялікай дарогі трасы Мінск-Віцебск 3 кіламетры, а да бліжэйшага горада Лепеля ехаць 40 кіламетраў. Домжарыцы старадаўняе паселішча. Пра гэта сведчаць два курганныя магільнікі непадалёк ад населенага пункта, якія датуюцца 11-12 стагоддзямі. Сам населены пункт вядомы з сярэдзіны 16 стагоддзя пад назвай Домжарычы. Натуральна, найбольш актыўна домжарыцы пачалі развівацца ў 70-е гады 20 стагоддзя. Менавіта тады ў вёску была перанесена цэнтральная сядзіба запаведніка. Тут былі пабудаваны дом экалагічнай асветы, гасцініца, рэстараны, музей прыроды. Гэта для гасцей, а для мясцовых жыхароў, пераважна работнікаў запаведніка, пастаянна ствараецца зручная для камфортнага жыцця інфраструктура. Мой сённяшні суразмоўца Валерый Іўковіч у Домжарыцах жыве больш за 4 дзесяцігоддзі. Калісьці ён прыехаў сюды маладым спецыялістам, сёння з'яўляецца намеснікам дырэктара па навуковай рабоце бярэзінскага биосферного запаведника. Начиная с причин сюда приезда, это, конечно, желание приехать на работу в заповедник Березинский биосферный. Сразу, как молодой специалист, я попал на работу сюда. Заканчивал специальность лесное хозяйство. Я инженер лесного хозяйства. Еще будучи студентом, увлекся изучением болот. А здесь именно край болот, самых таких неосушенных, диких, и это меня привлекло сюда. Попал на работу. А родом вы откуда? А родом из Брестской области. Такой есть район Драгичинский. Там есть такая гряда, которая называется Загородье. Это такой регион между примерно Кобрином и Пинском, возвышенность, где я родился. Но там остальная часть, конечно, там тоже много очень болот. И в настоящее время там много охраняемых территорий. Заказник Споровский, Радостовский. Когда ехали сюда, думали, что вы здесь укоренитесь, скажем так? Когда ехал, не думал. Просто было большое желание именно работать в заповеднике и заниматься изучением болот, какие-то интересные вопросы, как растет лес на участках болот, которые не сушались, то есть как естественно без влияния человека может расти деревья и как они организуют лес, образуют структуру его взаимодействия. Сейчас вы житель деревни Домжарыцы. Да, уже около 40 лет я здесь живу. Скажем, за этот срок, период жизненный, в принципе, очень хорошо изучил территорию заповедника, и, конечно, сам поселок Домжарыцы тоже. Опишите, пожалуйста, как Домжарыцы вписаны, скажем так, в ландшафт заповедника. Я так понимаю, они окружены заповедником. Да, деревня со всех сторон окружает заповедником, и она поделена на две такие составные части. То есть, собственно, сама деревня, которая уже здесь, ей несколько столетий, как люди здесь живут, и новая часть, это которая была построена недавно, чуть старше, чем я приехал, то есть лет 50 примерно назад, где построены административные здания заповедника, жилые дома, то есть там школа, детский сад, другие здания, гостиница. То есть это та часть деревни, которая была уже построена в последнее время для именно обслуживания самой территории природоохранной. Скажем, часть этой деревни это именно заповедная часть, которая для работы именно заповедника была построена и создана. В свое время этот новый участок, который был застроен, получил золотую медаль ВДНХ как образцовый поселок для охраняемых территорий. А у вас есть жилые дома, квартиры?
квартирного типа? Есть квартирного типа, есть отдельные дома, то есть в последнее время вот построены дома так называемого арендного жилья, именно для того, чтобы специалисты, которые приезжают на работу, могли жить и работать без каких-то проблем. А насколько большая деревня сегодня? Сегодня примерно 400 человек насчитывается. Люди разного возраста, конечно, есть и пенсионеры, которые работали и вышли на пенсию, и здесь живут, есть и молодежь, поэтому условия для жизни весьма комфортные. Какая планировка деревни? Она вытянутая, насколько она большая? Есть такие, скажем, что там деревня одна улица длинная, там несколько километров. У нас не так, у нас деревня более-менее компактная, то есть улицы идут параллельно друг другу, особенно новая застройка. Ну и старая тоже часть деревни подходит прямо к реке Сергуч. Падарожнічайце з радыё Беларусь. Разам з міжнародным радыё Беларусь мы сёння вандруем па запаведнай вёсцы Домжарыцы. Яна з'яўляецца часткай прыродаахоўнай установы Бярэзінскі біасферны запаведнік. У саму вёску можна трапіць толькі праз спецыяльна абсталяваны прапускны пункт. Такая перасцярога для таго, каб стварыць бяспечныя ўмовы для мясцовай флоры і фауны. Яны унікальныя. У гэтым перакананы мясцовы жыхар Валерый Ілковіч. Известно вам происхождение деревни, почему деревня здесь образовалась? Я, конечно, не краевед, но есть разные версии. Одна из них говорит о том, что это дом жрецы, как бы дом или жилье у речки. То есть дом же возле реки. Такая версия, что это дом у реки. То есть первые жители именно построили жилье на берегу реки Сергуч. И вот отсюда название такое. Я думаю, что это может быть в самом деле и так оно и есть. А как можно объяснить их желание? То есть река — это хорошо, наверное, в плане воды, рыбы, может быть. Но ведь это отшиб, это изолированность какая-то. Зачем здесь было создавать деревню? Я думаю, что испокон веку люди, которые здесь жили, они именно пользовались дарами природы, то есть занимались заготовкой древесины, заготовкой ягод, грибов, ловили рыбу, охотились, потому что такие большие лесные массивы и болота, они были явно богаты дичью, богаты древесиной и ягодами. Это было удобно для жителей местных. Недалеко, не нужно было где-то ехать далеко, пользоваться данными природными дарами. Например, от вашего дома насколько далеко лес? От моего дома лес совсем рядом, может быть, там метров 20. Но, скажем, дикие звери приходят мало, но птицы прилетают довольно много птиц, в том числе и хищники, которые даже нападают на домашних кур, поэтому есть такие проблемы. Но недалеко от деревни можно увидеть довольно много животных. И хищников, особенно копытных, это косули, которые ходят вот у нас тут недалеко, есть дендропарк, там можно увидеть оленей, тоже часто бывает. Как можно попасть в дом жрицы? Сколько подъездов есть к деревне? К деревне есть, в принципе, один подъезд основной. Вот это от автомобильной трассы М3, где есть контрольно-пропускной пункт, и там существует постоянное дежурство. И жители местные, конечно, проезжают свободно, но проезд других машин ограничен. Для чего так сделано? Это способствует охране территории заповедника, чтобы предупредить попадание на его территорию людей с целями, скажем, неблаговидными. Это основной подъезд, есть не основные? Есть подъезд с другой стороны, со стороны Борисовского района, но тоже там есть шлагбаум, и там тоже контрольный пункт. То есть по деревне, в принципе, можно легко понять вам, как местному жителю, свои машины, не свои. То есть если кто-то не свой, то вы очень быстро это понимаете. Да, конечно. Все, кто даже приезжают к родственникам, какие-то знакомые или кто тоже, они фиксируются в специальном журнале и предупреждаются о том, что и посещение на транспорте территории заповедника запрещено. То есть в деревне можно находиться, а выезжать за пределы деревни в лес уже нельзя. Скажите, близлежащие деревни насколько близки к Домжарицам и что это за деревни? Еще есть деревень, порядка более 5 здесь, тоже деревни на расстоянии примерно до 10 километров. Тоже жители их уже более пенсионного возраста. Часть жителей тоже работают заповедниками, лесниками. Но это малонаселенная деревня? Да, это малонаселенная деревня. Там жителей буквально немного, там 15-20 человек до 10 хозяйств. Естественно, что в летний период там больше приезжают родственники, дети с городов на отдых, потому что место очень красивое и уникальное. А таких, скажем, которые живут постоянно, сокращается постоянно это число в этих деревнях. Сколько людей работает в заповеднике? Примерно работает около 400 человек, но заповедник довольно большой, занимает территорию 3 районов: Лепельского, Докшицкого и Борисовского, поэтому часть работников живут
за пределами Домжириц, то есть в локальных местах. Ведь заповедник сотрудничает со школой. Есть разные формы экскурсий, каких-то просветительских мероприятий. Может быть, больше людей связывают дальше свою жизнь с природой. По вашим наблюдениям, есть ли какая-то взаимосвязь вот с этим местом жительства? Я думаю, что, конечно, есть, потому что многие молодые люди, ну и не очень, которые завершили свою учебу, связанную, допустим, с лесом, они возвращаются к нам на работу и здесь работают заповедники. То есть, если они с детства жили в окружении природы, им это нравилось, то и большинство из них свою судьбу связали именно с работой, связанной с лесом, с охраной природы. Падарожнічайце з радыё Беларусь. Па запаведнай вёсцы Домжарыцы на Віцебшчыне мы сёння вандравалі з яе сталым жыхаром, намеснікам дырэктара бярэзінскага біасфернага запаведніка Валерыем Іўковічам. Наша новая вандроўка па беларускім краі пачнецца ў гэты ж час роўна праз тыдзень. Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерцаў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.